Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». И, как вы уже, наверное, поняли по заднему фону, мы находимся на скалодроме. Это именно то место, где можно в наше, особенно зимнее время, научиться скалолазанию, ну и вообще поддерживать себя в форме. И сегодня я испытаю на себе обучение скалолазанию на скалодроме. В этом мне поможет педагог свободного времени школы номер 2 Олег Сайфуллин. Педагог по скалолазанию, приветствую. Все правильно сказал? Да, педагог неурочной деятельности. Педагог неурочной деятельности. Олег, расскажи, пожалуйста, вообще, что такое скалодром? Скалодром – это искусственная часть рельефов, которая предназначена для занятия по скалолазанию. Скалолазание вообще зарождалось на скалах, и, соответственно, когда люди больше нужно тренироваться всегда, перешли в залы, где независимо от времени года могут заниматься. Скалолазание представляет три дисциплины основных. Первая дисциплина, это где есть веревки, она высокая. У нас высота маленькая, вообще до 17-19 метров. Лазание с веревками наверх. Задача долезть как можно выше по определенной трассе по зацепкам. Вторая зона, это вот зона, где у нас арка есть, зона боудера, лазание без страховки, стелятся маты. Это серия коротких трасс проблем, которые нужно проходить. При падении товарищ срывается на маты. Высота максимальная боулдинга может достигать только 4,5 метров. И третья дисциплина – скорость. Это лазание наверх максимально быстро по зацепкам. Есть эталонная скорость, есть классическая эталонная скорость, она едина во всем мире, состоит из 15 метров высоты, идентичные зацепки висят везде одинаково, на которой проводятся все мировые соревнования, ставятся рекорды. На данный момент рекорд 5,18 на 15 метров у мужчин. Ага. То есть можно сказать, что скалодром, который находится вот здесь в средней школе номер 2, он в целом позволяет развить все навыки по скалолазанию. В целом, да, то есть научиться лазать, приучиться к чему-то, то есть техническим элементам, все это можно делать, независимо от того, где он находится и что он. Плюс скалодрома в том, что здесь очень много зацепок, много отверстий, и все, что нужно, всю трудность мы можем создавать с помощью перемещения зацепок, чего нельзя сделать на скалах, на рельефе. А вообще в целом, вот, допустим, взять скалодром и скала, это вот человек, который всю жизнь, ну не всю жизнь, а готовился, допустим, на скалодроме, приходит на скалы, какие у него есть какие-то трудности или что-то нужно, вот, допустим, какие различия есть? Различия, в первую очередь, здесь зацепки, их видно, можно прощупать со стороны, как они работают. Можно видеть зацепку, читать ее. На скалах это редко делается, потому что монотонность скал и так далее, то есть ты не понимаешь, то есть будет там кармашек, либо будет полочка, либо там вообще ничего не будет. Поэтому на скалах всегда нужно иметь запас больше, выше, и ты каждое движение делаешь более аккуратно, более... То есть чувственно, так сказать. Иногда приходится просто на одном месте стоять, щупать разные рельефы для того, чтобы сделать что-то. Ну и второй, наверное, такой большой плюс уже скал, когда мы работаем в специальной обуви в скальниках. Скальники ставятся, в принципе, на любые маленькие части рельефа на скалах, чего нет на скалодроме. Большое такое различие. Ну, а теперь, наверное, вопрос, который интересует лично меня, да, я никогда, не был на скалодроме в плане вот, как бы заниматься именно вот этим, да. У меня был небольшой опыт, мы вот ездили на Иланку, да, с ребятами, то есть как-то я еще более-менее видел это со стороны, и причем, когда смотришь со стороны, кажется вроде как легко и, в принципе, непринужденно. Вот, глядя на меня, у меня вес около 100 килограмм. Олег, как думаешь, вот сегодня первое занятие, да, у нас будет, наверное, такой экспресс-курс небольшой. Вот, какие у меня шансы, что можно мне достичь за одно занятие? Ну, как бы за одно занятие можно достичь многого, если есть база. А другой момент, что на первом занятии мы не заставляем там лезть какие-то сложные трассы. Наша задача сделать так, чтобы товарищ, который пришел, чтобы ему понравилось, чтобы он достиг своей там, первой вершины, долез до верху, неважно по каким зацепкам и как по трассам, и ему понравилось. Он пойдет второй, третий раз, и когда он там пойдет в 15-й раз, можно уже будет переходить к какому-то обучению. Это будет ознакомительное занятие, мы направлены на то, чтобы вас познакомить, вы поняли, и дальше вам понравилось. Все равно заболят там где-то предплечья, еще что-то, то есть это неизбежно. Ну и в целом у вас на данном скалодроме также занимаются взрослые, да? Не только дети. Мы открыты для взрослых, то есть у нас есть вечернее посещение с 7
до 21. То есть, когда дети со школы уходят, мы приходим со взрослыми, да, занимаемся. А какой самый такой, как сказать, взрослый участник у вас был? Ну, у нас были прям бабушки в возрасте, наверное, там 50 с лишним лет, приходили, лазали, пробовали. То есть, как бы, многим даже нравилось. У нас, когда мы проводим курсы альпинизма, у нас приходят наши туристки, которые у нас любят ходить, пешеходники, и лазают тоже, им тоже нравится. То есть ограничения по возрасту для скалодрома нету? Нет, скалодром на начальном этапе, он имеет даже ни физические ограничения, ни каких там, то есть человек любой, у которого есть желание, может прийти и попробовать. Это в спорте, когда мы переходим в более сложные какие-то, там, да, там надо смотреть, а на начальном этапе нет. Плюс скалолазание, наверное, в том, что сложно на первых занятиях травмироваться, потому что вы приходите, наши пальцы, не привыкшие ничего держать, они отключаются первыми. То есть просто пальцы начинают разжиматься, и все. То есть, соответственно, не нужно просто переусердствовать. А с моментом, когда много лазать начинаете, пальцы крепнут, то есть включаются другие мышцы, и вы чувствуете в других. То есть сейчас это постепенное развитие не дает вам резкого какого-то травматизма и так далее. Ну, вот эти руки в основном держат руль, наверное, большинство времени. Вот, на самом деле, да, я сейчас, волнуюсь немного, да. Вообще, с чего начать, наверное, снаряжение, да? Давай познакомим наших зрителей с снаряжением, которое используется на скалодроме. Давай. Испытано на себе. Сейчас, друзья, Олег пока готовит снаряжение, чтобы показать вам. Еще я совсем забыл, самая основная часть вообще, прежде чем перейти к скалодрому, это, конечно, разминка. Причем Олег сейчас сказал, что разминка в основном основная, стандартная, идет около 20 минут. Но такое ощущение, что если я пройду полную разминку, наверное, у нас до скалодрома даже времени не дойдет. То есть, такую базовую сделаем, а перед этим мы познакомимся со снаряжением. Основным для скалолазания, для того, чтобы все было безопасно в лазании на трудность, у нас является страховочная система. Она представляет из себя 2 обхвата для ног, 1 для пояса. Все одевается на человека. Таким образом, он находится при нагрузке в полусидячем положении. Через центральное кольцо прищелкиваем к веревке, то есть это карабины, все соединительные элементы. То есть таким образом, чтобы на другой стороне остается человек со страховочным устройством, то есть может быть типа ГГИ, либо Smart, либо 8. Все это спусковое страховочное устройство, тип не имеет значения, важно, чтобы тот, кто страхует, имел возможность им пользоваться. У нас есть верхняя страховка на скалодроме, и, соответственно, когда человек лезет наверх, он поднимается, снизу его человек выбирает. Если человек, я потом покажу еще, где-то сорвался, он повис там же, где отпустился, когда что-то не так пошло. То есть это основной залог безопасности, потому что вы не можете никуда вниз упасть. То есть вы там, где отпустились, там и остались висеть. Испытано на себе. Хорошо, давай начнем. Поэтому сейчас начинаем наклоны головы влево, вправо, вперед, назад. Казалось бы, что во время лазания шея не участвует, но когда мы тянемся руками, зачастую мышцы включаются, и они потом болят. Я не знаю, микрофон будет слышно, нет, у меня хрустит прям. Ух ты. Особенно это сложно делать после новогодних каникул. Хорошо, закончили. Сейчас аккуратненько вращаем ручки назад, руки в локтях не сгибаем, прямые ручки вращаем. Тоже все хрустит. Вперед. Закончили. Локти на уровне плеч, круговые вращения в локтевых суставах. У скалолазов принципиально, чтобы локти были на уровне плеч, потому что большую часть лазания они проводят в этом положении, чтобы во время разминки плечи сразу привыкали к нагрузкам, которые будут им. Даже поднять вот руки на уровень плеч уже, уже нагрузка. Хорошо.
Хорошо, закончили. Сейчас самое любимое упражнение. То есть мы сейчас будем делать сжимание фалангов пальцев. Важно, чтобы с первой фаланги пальчики сжимались в полный кулачочек и полностью выпрямлялись. То есть не должно быть всяких вот таких движений. С первой фаланги в полный кулачочек и наверх. Полностью раскрываясь. В стороны. Направление мы меняем просто, чтобы было не однообразно и интересно. Вот уже на этот момент уже ощущается, что сложнее и сложнее. Как-то же. Закончили, стряхнули ручки. То есть это вот коленочки вместе, ножки вместе. Вращаем колени в правую сторону. Правую. Колени тоже испытывают большие нагрузки, поэтому их надо в левую сторону. Хруст костей, да? И внутри, и наружу. Так. Сейчас закончим. Сейчас несколько упражнений в нижнем боке, и мы закончим. Садимся в боковой выпад на левую ножку, чтобы в одну сторону были. Желательно, чтобы пяточки были на полу, носки тоже, и стопы параллельно друг другу. Подожди. То есть стопы сразу параллельно друг другу. Попробуй поставить. Стопу разверни сюда. Чтобы таз был в стопу. Сюда? Да, чтобы стопы были параллельно. Вот так вот. Ага. Так вот? Да. Если не садишься, ничего страшного, пока пяточку можно оторвать. Можно? Надо стремиться к этому. Сейчас стараемся не подниматься наверх, не отпрячиваться назад. С помощью переката меняем ножку. На левую, на правую ножку. Да. Обратно. Слушай, это, по-моему, я в школе последний раз делал такие Обратно. упражнения. Сейчас разворачиваемся лицом к правой ноге. Левая стопа, пяточка на полу, параллельно ноге. Слушай, ничего себе. А я, мне кажется, Не, ты садись аккуратненько, ручкой назад облокачивайся, чтобы не упасть. И слегка грудью тянемся коленочки. Так, как? Вот так? Не, может не так, просто главное, чтобы грудью коленочки. Чуть. Это тяжело. Закончили, сели. Так, направо. То же самое, да? Да, разворачиваемся. Пяточку на пол. Ничего себе. И аккуратненько вперед. Все новогодние салаты мешают мне это сделать. Вот это упражнение, когда мы грудью тянемся к прямой ноге, зависит от раскрытости таза и возможности, то есть наклоняться. Причем они почти что так вот наклоняются вперед, а когда мы включаем таз, когда его нужно развернуть, у них не получается. Таз-то не сильно работает. То есть это другие совсем... Да. А для скалолазов важно, чтобы таз был максимально мобильный и неподвижен. Вот. Так, ладно, с разминкой мы закончили. Перейдем к одеванию снаряжения. Сначала мы делаем страховочную систему. Вообще на групповых занятиях после основной разминки есть еще разминка по зацепкам. Обычно ходят по траверсу вдоль стены, позволяя потрогать зацепки, понять, как они работают. Но у нас сейчас траверс не накручен, но как бы, когда нас мало, этого делать не обязательно. То есть потрогать зацепки, размять до конца пальчики, понять, как все работает, мы сможем наверху. Несколько раз пролезем по всем зацепкам, потрогаем, посмотрим, как они работают. Испытано на себе. Для лазания наверх нужно знать несколько правил, сейчас я их расскажу. То есть первое, на всех концах веревки, на которые нужно крепиться, есть карабины. Карабины в основном все механические, то есть их нужно закручивать. То есть мы подходим к веревочке, либо это делает инструктор, либо вы сами прощелкиваетесь карабином. Обязательно в центральное кольцо, оно выражено отдельным цветом, у меня черное, у тебя красненькое. После этого карабин обязательно замуфтовывается от свободного открытия. Я когда спущусь, покажу, почему так нужно делать. Все, после того, как ты вщелкнулся,
Ты разворачиваешься лицом к страхующему, сегодня ко мне, задаешь всего один вопрос. Страховка готова? После утвердительного ответа, да, готова, можешь лезть, начинаешь свою попытку. Если тебе страхующий ничего не ответил, никуда мы не лезем, ничего мы не делаем, потому что страхующий может куда-то отвлекаться и не страховать тебя. Соответственно, падение вниз не очень хорошо. Ну да. Теперь мои действия. Вот это вот устройство страховочное, оно будет на мне. То есть у тебя его не будет, но так как сейчас нужно понять, я покажу, используя... Принцип работы, да? Да. И за себя, и за тебя поработаю. Все. То есть вот он страховочное устройство, я буду стоять здесь с этим устройством и делать все то же самое. То есть задал вопрос, страховка готова, я ответил готова, то есть ты начинаешь лазать аккуратненько, то есть как тебе комфортно, по всем зацепам ты начинаешь свое лазание. Используя все зацепы, я при этом всю слабину веревки, которая у тебя появляется, я ее начинаю выбирать. То есть это примерно таким образом. Если вдруг у тебя что-то произошло не так, там, где ты не дотянуть до зацепа, что-то произошло, там же ты остался висеть, ничего не происходит. После чего я либо тебя говорю лезть наверх, либо начинаю спускать. Всё. Есть два момента при спуске, которые нужно. После того, как ты нагрузил веревочку, сел в обвязочку. Первое, не нужно пытаться вперед наклониться, откинуть спинку назад, поставить пяточки. Второй момент, не пытаться хвататься за цепь, потому что при спуске тебя будет разворачивать и бить об скалодром. И нужно оставаться лицом к стенду, стараясь пяточки поставить на стенд. Если ты развернешься, при спуске есть вероятность удариться в какой-нибудь зацеп. Поэтому всегда лицом к стенду, страхующий плавненько спустит. Все, во время лазания в любой момент можно сказать о том, что у тебя какие-то проблемы там, о том, что ты хочешь вниз. Соответственно, всякое бывает. Сериал начался, да? И мы тебя, да, то есть аккуратненько спустим. Хорошо. Так, ну в целом вроде звучит несложно. Главное запомнить основные моменты и Да, самое сложное, мне кажется, это, конечно, забраться наверх. Все, по правилам соревнований мы долазаем до максимально отдаленного зацепа, он называется топ, и фиксируем его двумя руками. Так как у нас не соревнования, мы это делать не будем. То есть твоя задача долезть насколько можешь. Если долезешь до верхних зацепов, будет отлично. А в целом вот эта вот зеленая бутылка, это для соревнований, да? Зеленая бутылка это для скорости. На нормальных трассах висит кнопочка, которая фиксирует. У нас ее нету, поэтому мы сделали бутылку. Потому что когда раньше бегали с кнопками, мы, то есть без кнопок, рисовали квадрат, не всегда заметно снизу, было касание квадрата или нет. Тут видно. А удар по бутылке его слышно, видно, поэтому мы решили. То есть это просто мы их сейчас не снимаем, потому что так интереснее. Понял, хорошо. Испытано на себе. Так, не цепляюсь, да? Да, аккуратненько в центральное кольцо. Не фиксируем. Вот вообще, когда смотришь на карабины, они же такие, ну, не массивные, да, легкие. На самом деле, до скольки килограмм они? Вот эти карабины выдерживают 2200, то есть от 2 тонн, да, от 2 тонн и выше. Все снаряжение, которое используется у нас в скалолазании в альпинизме, держит не менее 2 тонн. То есть веревка у нас 2200 выдерживает. Это ее минимальное значение. Но, как показывает испытания, ни одна веревка на 2 тоннах не порвалась. Все там у них выше намного. Потому что 30% производитель скрывает. Это специально делается для того, чтобы мы там, 2 тонны держит, давай на 2 тонны проверять. То есть там все веревки держат там 2800, 2900. То есть запас прочности есть. Да. Так, ну что, есть какая-то техника по... Сейчас Или- технику я не... То есть сложно будет объяснить, показать, то есть надо попробовать, а потом я подскажу. Да. Хорошо. Сначала лицом ко мне задаем вопрос. Так, и вот я иду вот просто Да, наверх. аккуратненько под веревку. Так, страховка готова? Готово. Вперед, да? Это непросто. Ух ты, я уже половину пролез.
А тут уже... Зелененький правой рукой. Подшагни левой ногой. Так, подалека. Вот. А у них такие зацепы уже другие какие-то. Чуть-чуть. Не все зацепы удобные. Да. Там это самый удобный, который здесь есть. Вот это? Нет, который у тебя зеленый, да. Вот это, да? Надо аккуратненько левой ногой подшагнуть. Ух ты. И наверху синий или зеленый, вот достаточно удобный и хороший зацеп. Так. Все, да, аккуратненько садись в обвязочку. Как это называется? Нагружаем. Психологически сложно это сделать. Ух ты. И мы будем аккуратненько. Держаться можно, да, за трос? Да. Ну, как бы очень сложно. Человек, который только начинает отпуститься от веревки, Да, ему да. надо что-то... Но как бы были выпуски, ну вот испытано, да, на себе, где с промо-альпинистами, да, вот, был, и, ну, когда было связано со спуском, и с МЧС, там, как бы с макета вертолет спускались. И всегда очень сложно с промо-альпинистами это сесть на скамейку с крыши, это просто вообще, ну, сделать, короче, первый шаг, а так... В целом потом вроде как чувствуешь, что страховка тебя держит, расслабляешься. Так, ну в целом какая твоя оценка? Ну, все хорошо, то есть все получается. И главное выискивать нормальные, удобные зацепы. Со временем учишься их анализировать, конечно, снизу. То есть и ты вообще скалолаз, перед тем, как лезть, он снизу читает трассу, как он ее пройдет, он себе это в голове задумал, и он идет уже по пройденной траектории в голове. Как бы новичку это сделать сложно. Ну и как бы второй момент, то есть сейчас будет сложно, допустим, со скалолазами перестроиться, скала залазает на ногах. То есть с помощью выполнения ног мы достаем следующие зацепки, а руки играют только роль равновесия, особенно на прямых стенках. А человек, который только приходит, он все равно будет лазать руками, а ноги будут выполнять такую роль, типа вот подшагнул раз для стабилизации. Ну так сейчас и было, и причем как мне показалось, что снизу больше удобных вот этих зацепов, да, а выше там уже... Ну надо там их есть искать. вот этот вот рубеж какой-то, да, где их не сильно. Уже поменьше. Это идет для того, чтобы было достаточно интересно. Испытано на себе. Сейчас мы переместились на соседнюю полосу, да, сейчас я также попробую подняться по этой трассе. Трасса же правильно называется? Точнее, дорожка. По Дорожка, трассе я позже дорожка. скажу. Хорошо. Так, включаем камеру. И любой, да? Лицом ко мне вопрос. Ой. Так только говорил, что я все запомнил. Так, страховка готова? Готово. Я буду военным. Да-да-да, правильно. Безопасность прежде всего. Да, на начальном этапе лучше сразу научить ребят, чтобы они До автоматизма, да? да, до автоматизма довели. Подшагивай ногами. Если нет рук, сразу шагай ногами. То есть они прям помогут сразу. Над тобой синий зацеп. Ну, вот я же сейчас поднимаюсь сам, да? Страховка же мне не помогает в этом? Нет. А, там монетки, да? Так, опять страшнее, конечно. Все. Готов? Отпускай зацепку. Опа. Супер. Слушай, здорово. То есть, ну, на самом деле, я думал, это сложно, но не думал, что у меня получится прямо с первого раза. Сейчас давайте поговорим о разнице между дорожкой и трассой. Все, где находится одна веревка, называется дорожка. То есть все камни, которые на ней есть, это то есть дорожка для лазания. А помимо него здесь на каждой дорожке по цветам накручены трассы. Вот уже. То есть один цвет камней, то есть неважно, там синий, оранжевый, красный. Наверх это и есть одна трасса. С помощью этих трасс можно создавать разные сложности для того, чтобы можно было натренироваться, либо делать сложности, либо какие-то определенные элементы тренировать. Мы можем сейчас
отдохнешь, попробовать синюю, зеленую трассу. А, Вот то такие. есть только можно будет пользоваться синими и Да. зелеными. Нет, сначала синими, потом, если пройдем, зелеными. То Один есть по цвет, цветам. да, один цвет камней, то есть это и есть одна трасса. Интересно. Так, ну что, сейчас попробуем, получается, пройти по синей трассе. То есть тут другого цвета я не должен брать. Ага. Страховка готова? Готово. Уже пальцы поболело. Так. Ничего себе. Вот. Получилось. Вес чувствуется, да? Да. Ну, как бы это нормально. Так, а теперь зеленая, да? Ну, наверное, надо отдохнуть. Надо отдохнуть. Зеленая будет чуть сложнее. Зеленая это где? Вот она. Вот, вот. То есть у нее есть два момента. Это вот этот зацеп с этого на этот туда будет очень неудобно. Ничего себе. Это уже как бы посложнее она, да? Да, ну можно как бы пока оставить, можно попробовать. Ну вот здесь уже был момент где-то вот в том районе. Это уже было. Синюю вот эту вот плоскую не смог взять. Да, я почему-то плоский не пока побаиваюсь. Давай, пока мы отдохнем, я немножко раскрою. Плоский зацеп почему сложно брать? То есть ты берешь любой зацеп, который удобный кармашек, сжимаешь его и тянешь его к себе, с помощью этого на нем удерживаешься. Да. Соответственно, когда мы берем зацеп, где нет кармашка, ты его не можешь к себе тянуть, и удержать его сложно. Сжать с помощью щипкового хвата тоже не получается. Чтобы зацеп правильно работал, мы не должны его сжимать и не должны тянуть к себе. То есть на любой зацеп мы ставим ручку, напрягаем вот в этом положении, как они легли, пальчики, и чуть-чуть грузим вниз с помощью своего веса. Этим достаточно, то есть комфортно он грузится, любой зацеп так грузится. Вообще есть по-разному разные тренера называют, три правила скалолазания, это я их так назвал, да, то есть там три Китай и так далее, но все они звучат примерно идентично. Для того, чтобы научиться лазать и хорошо лазать, нужно соблюдать их. Касаемо рук, что я сказал, то есть это в любой зацеп мы приходим расслабленной рукой, то есть не хватаем зацеп, да, как попалось, а ставим руку расслабленно, напрягаем пальчики, чтобы их не разжимало, но не сжимаем зацепку, просто держим пальчики. Выравниваем пальцы и локоть на одну прямую линию и с помощью своего веса чуть-чуть грузим вниз. И любой зацеп начинает работать. Это касаемо пальца. Второй момент. Очень сложно у новичков ставятся ноги с больших зацепок, даже они начинают падать. Когда человек первый раз приходит, ему удобно поставить боковой частью и пытаться встать. У нас большая часть стопы свисает, боковая. И это связано еще с тем, что эта часть ноги не удерживается мышцами, то есть у нас нет здесь мышц. И дальше мы чуть-чуть ее нагружаем, она свисает. Чтобы мы не травмировали голеностоп, подходит колено. И угол очень большой, чем мы сильнее давим, тем быстрее она соскальзывает. Вот. А принципиально в скалолазании ставить носочек, чтобы большой пальчик был на зацепке обязательно. В этом случае включается икроножная мышца, и она может контролировать стопу на зацепке. То есть мы давим, когда весом туда, а большой палец и икроножная мышца, она полностью контролирует, как мы стоим на зацепке. То есть и при этом можно еще в некоторых моментах подкручиваться. Плюс, получается, площадь соприкосновения самого она меньше и, соответственно, как бы крепче. Ну, давление больше. Давление То есть тут даже не из-за площади больше, а из-за мышц фиксирующих. То есть нога не может вниз провалиться и так далее. Вот. И третье правило, оно самое простое, но сложное на начальном этапе к исполнению. Это центр масс, то есть у нас должен быть как можно ближе к стенду. То есть когда мы его отодвигаем от стенда, нам приходится тянуться и руками, и напрягать, то есть и на ноги. Как только мы становимся намного ближе, достаточно будет одного пальчика на зацепке, чтобы стоять на ногах. То есть вес потенциально уходит сразу на ноги. Это все, что как бы на начальном этапе важно понимать. Сейчас у меня был как бы такой, ну, как бы, по-моему, Да, я ты так очень не помню, вдалеке было. вдалеке. То есть, ну как бы... Как по лестнице.
пойти это и сразу сделать очень сложно. Поэтому просто это нужно знать, как начать заниматься, и постепенно к этому приходить. Так, ну что, сейчас попробуем взять зеленую. Так, надо все запомнить, переварить. Так, включим камеру. Так, готово. Страховка готова? Готово. Так, зеленая, да? Да. А с какой ноги лучше начинать? По-моему, нет, с правой, да? Давай, про ноги. А, вот же. Тоже есть отдельная Вот же история. зеленая. Ага. Смотрите, то есть, про ноги. Вообще в скалолазании принципиально это правило диагоналей или так далее, да. Важно, чтобы мы оставались на правой руке. Если у нас правая рука будет держаться опорно, значит у нас должна быть левая нога опорная. Соответственно, когда мы тянемся наверх, у нас должна быть та нога согнута, которой рукой мы будем тянуться. В этом получается, когда мы выпрямляем ногу, она будет опорная, мы будем рукой тянуться свободно. Это позволяет сделать достаточно длинный перехват, но стабильно. Если я останусь на правой руке, правой ноге, все, что я буду делать, меня будет пытаться раскрутить от скалодрома. И, соответственно, мне нужно будет и спину напрягать, и руку гораздо больше, чтобы сделать какой-то перехват. Мне нужно будет скрутиться, поэтому как только мы остаемся на правое и левое, то есть мы становимся более стабильными. Так, понял. Соответственно, если ты будешь наверх тянуться правой рукой, то нужно, чтобы правая нога стояла. Если левой наверх, то левая нога должна стоять. Я просто вот отсюда вижу, что тут надо будет вообще левой натянуться. А потом Туда точно правой, да. сложности. Так, хорошо, страховка готова? Готово. Все равно. Уже. Так, первый срыв. Слушай, а есть подсказка какая-нибудь? Ну, ты можешь попробовать взять его правой рукой, то есть Вон тут. подшагнуть. Оттуда ты, наверное, начнешь сюда правую ногу поставить и еще раз правой рукой поймать его. Ага. Мне бы так было. Либо попробовать вот сюда пойти левой рукой. Сюда, левой? Да. Нет, меня тогда заваливает. Так, сейчас попробуем. Ладно. Давай. Нет! Не хватает. Хорошо, давай пока ее Плоский оставим. зацеп. Слушай, да, потому что я чувствую, что ну вот с этим проблем нет, да? А вот где как бы она даже немножко, по-моему, на скос идет вниз. Тут уже нужна. Ага. То есть нужно просто его аккуратненько поймать, стабильно. Ну, ты далеко от стенда достаточно остаешься, Но. поэтому будет сложнее. Ну, давайте попробуем, что это. Так, страховка готова? Готово. То есть ты сразу перехватился правой рукой, да? Но при этом я еще скрутился, то есть это есть такая, да? Вот Да, мне так было комфортно, когда я брал, то есть если я левой рукой чуть дожимал. То есть, ну, получается, это будет все сказать, да, достаточно сложно. Так, ну попробуем. Ну, я даже вижу, что дальше-то как делать. Так, страховка готова? Готово. Дубль 3. Давай. Нет. Хорошо, давай оставим трассу, Давай. сейчас Да, на ней это оставим такая- все силы. И дальше будет. Слушай, ну вот в этом и есть смысл тренировок, потому что, в принципе, казалось бы, такое ощущение, что все получается, и вот его надо оставлять, наверное, да? То есть на будущее, чтобы у тебя был, как бы, мотивация была приходить, заниматься далее, и потом, представь, вот я думаю, ну, недели через 2, например, занятий взял и прошел зеленую трассу, уже плюс. А причем она, наверное, по сложности не такая уж сложная, да? Нет, она не сложная. Просто это вот задача тренера, как бы соблюдать ту грань, ну, инструктора, да, либо, чтобы заинтересовывать, но не загружать, чтобы у человека была возможность что-то проходить, что-то недопроходить, чтобы ну, вот эта вот недосказанность в конце каждой тренировки оставалась. И ее не должно быть много, то есть она не должна еще при этом копиться. То есть если там будет недосказанность, то может перегорание произойти. Когда у тебя там раз 2 тренировки какая-то недосказанность там, на какой-то трассе, раз только ты ее прошел, раз. Вот это вот все надо, да, как бы вот так вот компенсировать. Это называется потенциальный интерес, я не знаю, это, наверное, уже больше к фитнес-инструкторам, да, относится. Но у нас как бы есть такое тоже, чтобы была мотивация, чтобы человек шел с желанием, были какие-то
цели, потребности. Ну, сейчас вот уже, да, даже я так сам ощущаю, что не хватает силы в пальцах именно, вот как ты говоришь, давить вниз. То есть как-то еще схватить, удержаться можно, как, ну, ну, в стандартном таком понимании, как за турник и так далее. А вот чтобы именно вот пальцы у тебя вот в таком положении держали, это уже сложно. Но это все связано с тем, что немногие, то есть мы все думаем, мы сжимаем эспандер, там что-то делаем руками, и мы прокачиваем пальцы, предплечья, все это одинаково. На самом деле, когда мы, допустим, сжимаем эспандер, жмем, у нас работает называемая ладонная мышца, то есть мы пытаемся сжать всей ладонью эспандер, а пальцы мало работают. А в предплечье у нас находится две группы мышц, одна вот здесь, вот одна вот здесь. И пальцы отвечают, вот эта группа мышц, которая в обычной жизни у нас не прокачивается. Обратите внимание, смотрите, здесь прям, они очень развиты. То есть, ну это можно вообще показать. То есть давайте, ладно, раз. Кстати, да. То Ого. есть, если мы развернем вот сюда, вот, то есть будет вот такая штучка. То есть, потому что почти что все, что мне приходится делать, то есть я делаю пальцами, соответственно, прокачивать пальцы можно, но на начальном этапе, то есть если вы никогда не занимались раз и искать в интернете какие-то упражнения, чтобы прокачать пальцы, лучше не стоит. То есть надо это делать очень плавненько. Скалолазание позволяет, вот как я говорю, да, то есть постепенно нагрузить пальцы, привыкнуть к ним и развиваться в этом плане. Отлично, хорошо. Так, сейчас у нас на очереди. Ну, я думаю, надо попробовать нависание, чтобы ощутить все прелести. Небольшой угол наклона меняет все положение на стене. Прям другие ощущения сразу. Давайте попробуем. Так, хорошо. Сейчас я... Испытано на себе. Олег, а ты говорил, что ты покажешь, почему нужно застегиваться? Именно почему нужно фиксировать, Замуфтовывать карабин. замуфтовывать карабин. Все очень просто. Я не трогаю сам карабин, муфту, веревка в карабине. Ого. То есть во время лазания может произойти такое, что карабин как-нибудь встанет на излом, потом при нагрузке просто выщелкнется. Чтобы такого не происходило, то есть когда он закрытый, в него что бы ни попадало, он не откроется. Поэтому это обязательная часть. Очень наглядно, надо сказать. Я так обычно детишек пугаю, замуфтовывайтесь, это будет вот так. Конечно, но самое главное, чтобы запомнили, да? Смотри, то есть основные зацепы, по которым удобно лезть, это зеленые. Там есть еще оранжевые, но они в основном все неудобные. Ну, можешь ножки там ставить на любые другие зацепы, то есть где-то желтые, вот эти Тут, большие. короче, могу использовать все, любые, да? Да, то есть все, главное, ну, как бы ориентируйся на зелененькие, особенно для рук. Да, но это уже сложнее, тут такой угол уже появляется. Так, ну давайте начнем. Страховка готова? Готово. Следующий зеленый прям кармашком. Ух ты, какой удобный. Хочется здесь Тоже остаться. достаточно. Ничего себе. Подшагивай ногой. Уже ощущается, слушай, этот... Ногами наверх. Левую ножку поставь на большой белый шар. Вот, теперь ручка. Держи. Можешь правую ножку приподнять? Кажется, все. Ну давай, пробуй, все равно падать, пробуй движение. На зеленую? Да? Там кармашек. Слушай, ну это вообще, да, это уже следующий левел, уровень. Такое ощущение, что когда именно вот там, где я остановился, я уже чувствую, что организм не сможет вот прямо физически. Чувствую, что если я сейчас вот туда схвачусь, то будет срыв. Да. Вот так, друзья. А вообще, когда смотришь со стороны, ну, вот ребята, когда лазают, да, например, кажется, что это такое достаточно легко, все просто дается. Да, то есть Это обманчиво. типичное заблуждение, что все там думают, о, скалолазы, там много подтягиваются, у них крутые руки, пальцы. Все это заблуждение, потому что все скалолазы, те, кто уже умеет, лазают с помощью ног. То есть использовать руки как бы на какие-то длинные перехваты. Самый крутой скалолаз, который лазает, там, самые крутые трассы в мире,
подтягивается там 25 раз максимум. Серьезно? Да. Но Подожди, он хорошо ну- располагается, хорошо ставит ноги, и ему А. достаточно. Ну, конечно, у него там пальцы сильнее, да? Ну вот, допустим, здесь идет склон, уклон в эту сторону, да? И как вот там ноги помогают вообще? Потому что я сейчас почувствовал, что у меня только руки работают. Ну, я говорю, это надо, то есть, перейти на ноги. То есть, Ага. ты когда ставишься, опять же, прижимаешь ближе к стенду, тебе комфортнее, ноги начинают давить в любом, то есть, под нависанием, при любом нависании. Даже когда мы лазаем потолок, то есть, все зависит от ног. На одних руках там не пролезешь. Нужно ставить ноги, ими отдавливаться и поднимать таз. Здесь примерно то же самое, но только здесь не надо таз поднимать, здесь его надо просто с помощью ног приезжать к стенду, и большая часть веса уйдет сразу на ноги. Сейчас ты вот когда ранее движение делал, ты прям вот попытался себя подтянуть Да. и, соответственно, а ногами не выпрямился. Поэтому очень тяжело. Как бы есть несколько типов лазания, да, один это как бы на руках и, соответственно, сколько раз ты подтягиваешься, и минус там несколько подтягиваний, столько раз ты сделаешь на руках движение. А когда у тебя трасса там 17 метров и надо лезть и 50-45 перехватов, никакие подтягивания не спасут, то есть надо именно пользоваться ногами. Типичный пример, который я привожу всем, кто начинает, и потому что я говорю, сколько раз вы потянете, сколько раз вы присядете. То есть почему приседаем всегда больше, поэтому надо пользоваться ногами. Вот так, друзья. Ну, это была очень познавательная, интересная тренировка, такая экспресс-тренировка. Хотелось бы поблагодарить Олега Сайфуллина за очень подробный рассказ. Ну и в целом, на моем примере, да, я вот весом 100 килограмм, человек такой нелегкий, но тем не менее сегодня ощутил вот этот, знаете, ощущение подъема до вершины. Да? Я на самом деле думал, что до верху будет сложновато добраться, то есть, конечно, с учетом всех вот дорожек, да, получается, разных цветов, то есть у вас есть возможность как бы улучшать результат. То есть это все, с каждым разом все можно делать сложнее и сложнее. И видно, что куда нужно стремиться. И в целом, мне кажется, вообще вот человек, чтобы пришел, это, наверное, понятно, индивидуально, да, от каждого. Ну, допустим, начал заниматься, через сколько он уже может, допустим, пойти на настоящие скалы? Ну, на скалы, на самом деле, он может пойти без Сразу? скалодрома, да, сразу, там как бы все, есть более легкие трассы, есть более сложные, тоже все по категориям сложности. А вообще, как бы, можно прийти, если все здесь, опять же, какого, так сказать, какой подготовки человек. Если у него есть хорошая база, в частности, допустим, танцоры, гимнасты, именно спортивная гимнастика и так далее. Когда они приходят, они очень хорошо и быстро втягиваются. То есть у них есть хорошая база, не физическая, а именно в скалолазании важна пространственная ориентация. Это когда мы в пространстве очень хорошо владеем своим Чувство телом. равновесия, да? Да, именно пространство. То есть когда мы на одном месте это делаем, это одно, а вот именно в объеме большого пространства сложнее. И вот они быстро включаются. Что танцоры, что гимнасты. Как бы, но у всех одна и та же проблема на начальном этапе – это пальцы. За всю свою практику я много спортсменов встречал, там, у всех спрашивают, чем занимаются, и у всех примерно одинаково устают пальцы за одно и то же время. И один раз ко мне пришел товарищ и долго лазает, и у него, как пальцы, не забитые. Я такой, чем занимаешься? Он такой, я спортом не занимаюсь. В итоге выяснилось, массажист. Слушай, точно. Ну вот так, друзья, то есть все индивидуально, конечно, и в целом есть к чему стремиться. И вообще это надо сказать, что скалодром именно, да, позволяет даже вот в наши лютые зимние морозы, когда особо даже на улицу неохота выходить, ну вот так вот в тепле, в помещении можно себя поддерживать в форме. Вот. И желаем Олегу и Федерации альпинизма и скалолазания Республики Саха-Якутия успехов во всем. Ну и вам, дорогие телезрители, придерживайтесь здорового образа жизни. Ну и, конечно же, всем успехов и здоровья.